Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии организаторы и участники инклюзивного концерта «Обнимаю сердцем», и я рада их представить. Организатор проекта «Обнимаю сердцем» и концерта инклюзивного «Обнимаю сердцем» Анна Федорова. Анна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Вета. Председатель Всероссийского общества глухих Ульяна Максимова. Ульяна, добрый день. Добрый день, добрый. Режиссер инклюзивного концерта «Обнимаю сердцем» Мария Ларионова. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Куратор проекта «Обнимаю сердце» в Кобейском Улусе и мама особенного ребенка Анна Ионова. Анна, добрый день. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии одна из участниц инклюзивного концерта «Обнимаю сердцем», певица и именинница сегодня Дарья Котиева. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с днем рождения и спасибо, что вы решили часть этого дня провести в нашей студии вместе с нами и поделиться своим таким личным праздником со всеми нами, с нашими слушателями и зрителями. Спасибо огромное. Здоровья вам, счастья, успехов творческих и шикарного выступления на концерте, который состоится завтра, 29 ноября, на сцене культурного центра «Сергелякские огни» в 19 часов. Всех ждут на этот концерт, всех, у кого есть сердце, которое хочет распахнуться. Первое название концерта было именно таким «Раскрываю сердца», да? И концерт точно с этой целью справился. Я была сама среди участников, оговорилась, так интересно, среди зрителей, да, была в первом ряду, и мое сердце действительно раскрылось, когда я видела, насколько люди способны превозмогать себя. Я просто была поражена. В прошлом году инклюзивный концерт не вместил всех зрителей, было настолько много людей, что просто не хватило мест, куда можно присесть. Люди стояли вдоль мест сидячих, да, и на этаже, вот на балконе, там была вообще куча мала, я была именно там, было столько людей, просто поток. Даже некоторые, видя, что нет места, уходили. В этом году, завтра, в культурном центре «Сергелякские огни», что обещает инклюзивный концерт «Обнимаю сердцем» и почему вы решили поменять название? Анна, первый вопрос, наверное, к вам. Да, спасибо. В этом году концерт посвящен родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы с вами общались о том, что вот внутри меня тоже какие-то трансформации происходят, то есть вот это название с ограниченными возможностями здоровья сейчас во мне какое-то даже сопротивление вызывает, потому что это люди с эксклюзивными, с большими, великими возможностями и силой духа, у которых надо учиться. Да, я не сказала, что на сцене будут выступать и дети, и подростки, и взрослые. Среди них популярные певцы нашей эстрады, и среди них люди с ограниченными возможностями, которые теперь уже, наверное, этих людей вы так, те, кто уже знает их, да, и с ними общается, уже так не называете. Вы называете их, наоборот, супергероями. Да. Да, это так. И в этом году особенный праздник. Это просто реально праздник. Потому что там мы будем не только смотреть на детей, но будут участвовать и мамы. Мама — это средоточие жизни в любой семье. То есть мама будет выходить на сцену со своим ребенком и петь, и танцевать, так? В том числе. Не во всех номерах, но в этом году фэшн-показ у нас это 40 человек участвуют. То есть у нас вообще какие-то... Кто-то забыл выключить телефон. Продолжим. Да. У нас вообще рекордное количество участников. 366 участников. Да. Плюс 50 волонтеров. Плюс 40 человек одномоментно выйдут на фэшн-показ. Такого не было еще. И будет хор из 75 детишек. Вот я не знаю, вообще в Якутске был ли такой когда-нибудь прецедент вообще или нет. Меня в прошлом концерте очень тронул номер, когда вы на языке жестов рассказывали стихотворение, да? Которое написала Ирен Дрозд. Давайте сегодня тоже про нее вспомним, да, передадим ей огромный привет, Ирен, за ее теплые стихи, которые она просто в моменте создает. Я не знаю, как у нее это получается, как будто на каждую секунду пишет эти стихи. В концерте завтрашнем, может быть, вот к режиссеру Мария, к вам, какой-то, может быть, номер вам кажется наиболее вот трогательным?
и который должен увидеть каждый человек? Ну, я считаю, что каждый год организаторы вообще стараемся сделать номера такие вот яркие, запоминающиеся. Их очень много будет в этом году. Вот как мы уже говорили, что в этом году рекордное количество участников на сцене будет, да? Вот представляете, у нас есть номер, где Дарья наша выходит, и хор учащимся студии «Голос», и также будут воспитанники коррекционной школы для неслышащих обучающихся. Будут петь на жестовом языке. И таких номеров не один, а несколько. Дарья, давайте дадим слово. Дарья, вы почему решили принять участие в этом концерте, вообще к этому проекту, быть близко? И, может быть, несколько слов о том номере, который вы завтра готовите для всех зрителей. С удовольствием расскажу. Дарья у нас открывает концерт и закрывает финальной песней. Вообще, я в начале своего сольного пути, на первом сольном концерте, я уже выступала с ребятами, у которых действительно ограниченные возможности по здоровью. Это были жестовики. На втором концерте у меня незрячие были, и на третьем тоже. С Айланой Семеновой выступала. Поэтому я это уже практиковала и всегда знала, что нужно вкладывать. В любом случае, нужно быть открытым миру, чтобы люди со стороны, мои знакомые, родные, видели, что мир для всех, и нигде не должно быть ограничения. Когда я познакомилась с Аней, она рассказала про вот это волонтерское движение, я прямо вот с открытым сердцем сказала, я тоже хочу быть с вами. И когда мы продумывали наши номера, я сказала, это должно быть максимально тепло, душевно, и мы выбрали композицию про маму. Этот номер я выпустила впервые в 2020 году на сольном проекте, где студия «Голос» вместе со мной, моя старшая дочь Виктория выступала, и все плакали. И мы понимали, что этим номером мы можем также затронуть сердца. Если у кого-то где-то на 50 еще не открыто, то мы бы еще бы распахнули. Поэтому мы этот трогательный номер поставили прям первым номером. Ну и песни должны быть максимально в позитивном ключе. Больше доброты, теплоты, чтобы всех наполнить и напомнить, что любовь, доброта всегда будут как можно сказать, править миром. Править миром. Все. Дорогие друзья, завтра, 29 ноября в 19 часов на сцене культурного центра «Сергелякские огни» вас ждут настоящие певцы, актеры. Среди них есть популярные певцы нашей якутской эстрады. Вот сегодня в нашей студии одна из них, Дарья Котиева. Также там еще будут, Анна, скажите, кто? Сахая, да, будет Сахая уже 3-й год, да, с нами Сахая и Александр Бурнашова. Да, Кирилл Матвеев, очень красивый номер, у Кирилла Матвеева. Плюс Далана, любимица публики. Вообще, я так благодарна всем звездам, которые согласились принять участие, потому что они в своем вот этом вот колоссальном каком-то бешеном ритме еще находят время, чтобы не один раз провести репетицию с нашими детишками. И я поняла, в чем секрет и фишка наших концертов. Это не отчетный концерт, в который надо просто поставить галочку. Это исполнение мечты. Целый год дети ждут вот этого момента, когда они выйдут. И мы спрашиваем, с кем ты хочешь петь? Денис Птицын, 34-я школа, 7 класс. С кем ты хочешь петь? Он обожает Эрхана Попова. И все они вместе поют. Понимаете, вот какая это будет энергетика? Павел Николаев, да, участник инклюзивного ансамбля Ильдега, 2 года ждал, чтобы выйти на сцену с Александрой Николаевой в цирковом номере с голубями. Да, Лена, незрячая девочка, у нас есть, очень талантливая. Она так вообще поет. И вот так это вот срастается, что именно в это время прилетает в Якутск из Санкт-Петербурга певица Эльмира Теркулова, которой рукоплескали во многих странах. И она летит в Якутск и не знает о том, что она будет исполнять мечту одной девочки из Якутска. Вот как все-таки, да, мы запускаем во Вселенную, да, наши мечты, наши желания, и Вселенная помогает им сбыться. Саина еще в этот раз участвует, да? А вот Виктор Цой я обожаю. Конечно, как это мы без него? Я всегда говорю, можно смотреть бесконечно на воду, огонь и на Баира Намбарова. Да, Баир, я просто влюблена в этого мальчика, он настолько талантливый. А вот в прошлом концерте еще мальчик был, который выходил
выходил на в сцену этом году, и да. как спектакль, моноспектакль сделал. В этом Это потрясающе. году, да. Как его зовут еще, скажите? Я Савелий забыла. Григорьев. Мгм. Он будет исполнять жестовое исполнение. Да. И Рома Винокуров. Рома Винокуров, да. И у нас будут гитаристы, живая музыка. Вот как Вот раз как раз показывают. для Да, наших вот как раз, зрителей. ага. Боже, Группа «Спокойная ночь». боже. А Здорово. Ирхан, помните, как Ирхан в прошлом году зажег? Мальчик, который так читал стихи прям. Вот я про него Степанов, говорю. Про Ирхан него. Степанов, Как да. будто бы он уже готовый артист Да. нашего В Сахатеатра. этом году мы готовим, говорю, а ребята подготовили вообще уникальный номер, где еще примут в этом номере опекунская семья. 9 детишек 9 в этой детишек. семье. Самой младшей 2 года. И Айталинка 2 годика, ей Ага. тоже выйдет на сцену. Ну, замечательно. Представляете? Дорогие друзья, завтра приходите, пожалуйста, в культурный центр «Серкеляские огни» на инклюзивный концерт «Обнимаю сердцем», и вы увидите уникальные номера, эксклюзивные номера, которые Да. просто впервые, и потом больше Да, нигде не повторятся, да. В 19 часов завтра, 29 ноября. Ульяна, с прошлого концерта собрали средства, и они пошли вот в пользу тех людей, которые с ограничением слуха, да, вот разверните микрофончик. Спасибо Ваш за фонд. вопрос. Мгм. В прошлом году у нас случилась беда в Доме культуры глухих РЛ. У нас Снесло силам крышу. катаклизма, допустим, да, грубо говоря, снесло крышу. И у нас всё в этой сезоне были дожди, сезонные дожди, и все у нас все как До там. первого этажа Да. прям Протекло. Ага. Да. И нам нужны были средства на косметический ремонт. И мы с Анной поговорили и решили собрать с этого средства на нужды нашей Дома культуры, потому что к нам приходят люди. Это у нас закрытый клуб, где люди наши посещают постоянно, это наш второй дом. И вот такой цепочка добра, она, видите, куда приводит. У нас сейчас она прям расцветает, столько людей приходит, мы каждый год проводим мероприятия. Если бы такого бы не произошло чудо, не знаю, мы бы, наверное, уже остались и без крыши, и без дверей, и без ремонта. Спасибо большое. А на самом-то деле не спасибо большое тебе, Ульяна. Это произошло так же, мы с Ульяной вместе сидели, разговаривали, и Ульяна говорит: вот у нас в Нерюнгри проходят инклюзивные концерты, а в Якутске почему не происходит? Я говорю: слушай, я вообще не знаю, да? Ну давай попробуем. И все. Ну вот как вы разошлись-то, получается, да, с каждым годом все больше и больше количество И нас не участников, остановить, да. Действительно, да. Сами музыканты, певцы уже сами напоминают вам о том, что у вас должен быть концерт, и я хочу принять в нем участие. То есть вот настолько вы заинтересовали, как-то увлекли, да, и это потрясающе, что вот так вот у вас все получается. И на следующий год, наверное, тоже планируете, и не будете останавливаться. Ну, я пока ничего не могу сказать. Мы живем в такое время, когда не знаю, что будет завтра, да. Хотя Но- вдруг это перерастет куда-то в какое-то другое, да, другой проект. На другой масштаб. Но мне дети пишут. И я не могу им отказать. Ну как это? У нас же эта фишка, это вот очень классно дарить какие-то, Потому что они исполнять, знают, да, мечты. Они Они же знают. мечтают. Вот. Вот они знают, что вот куда обращаться, да, допустим, они хотят, вот я, допустим, увидела, что они тоже могут. У меня тоже мечта есть, которая мечта, тоже хочу эту мечту реализовать. И кто же в этом поможет? Конечно же, обнимаю сердцем, который поможет, услышит и расскажет о своей мечте. Я думаю, что мы не должны об этом отказываться, мы должны помочь, потому что я сама была тоже такая маленькая и тоже мечтала. Я понимала, что голосом никогда петь не буду, но я так хотела выйти на Но сцену. вы выступили да, и вышли, да? Да. И я на сцене вышла вместе с Аиней, пели песню «Здравствуй, Якутск». И потом поняла, что нужно реализовать и другие мечты. Поэтому мы приглашаем зрителей, обязательно завтра придите, потому что для исполнения мечты нужны 3 стороны. Ребенок, которого мечта исполняется, артист, который исполняет эту мечту, и зритель, который поддерживает, и по-любому у каждого из нас есть тот человек, тот волшебник или фея, который когда-то тоже исполнил нашу мечту. И вот тогда мы в такое вот в пространство свое вот это доброе, да, волшебства, все вовлекаемся. И действительно, у меня каждый раз такое ощущение, что в воздухе просто как будто искры летят и исполняются мечты. Это очень здорово. Давайте послушаем, как в Кобяйском Улусе живет проект «Обнимаю сердцем». Вы куратор этого проекта. Да, Анна. я куратор, и я начну как мы, да?
включились в этот проект. Я в прошлом году участвовала, пришла на концерт, нам вручили знак. Я в этом концерте прямо плакала. Это был такой эмоциональный всплеск, вот дети, такой хороший концерт был. И с этого года, начиная, мы провели очень много мероприятий, очень много уроков доброты. У нас вот есть готовые уроки, вот Ульяна, да, и детям очень такие нравятся. И мы, конечно, вот включились в проект, вот дневники мамы, да, с нашего улуса тоже участвуют несколько мам, и они, вот мамы очень благодарны, да, и говорят то, что спасибо вам, то, что я в себе, как сказать, находят силы, чтобы рассказать да, о том, какой путь да, они прошли. Да. Для наших слушателей и зрителей напомним, что в проекте «Обнимаю сердцем» есть еще один проект «Дневники мам особенных детей», и этот проект уже набирает масштабы, выходит и за пределы Якутии, и в Якутии, да, вот во многих улусах, районах живет. И в этом есть необходимость, как изменилось, может быть, настроение, может быть, какой-то взгляд на мир у тех мам, которые приняли участие в этом проекте и рассказали о том, о чем так больно и сложно вспоминать. Рассказали всему миру. Сначала хотели же анонимно написать. И вот Варвара Соловьева, она вот пишет, я не знала то, что меня ребенок такой не воспринимала. И после того, как я рассказала, вот у меня как будто камень с души упал. Да. Раз можно показать, раз можно увидеть и смотреть другим, и я сама могу принять, да. и могу смотреть на ребенка. Да. Вы, Анна, сама мама особенного ребенка. Да, мама. Вы тоже поделились своей историей в этом проекте? Я в следующем, наверное, буду. Но следующий поток у нас уже точно будет. Потому что мы не можем отказать. У нас очень много заявок, действительно, не только из Республики Саха. И вот мы, как авторы и организаторы, видим, насколько это влияет на судьбу людей. На всех, это не обязательно только на мам особенных детей и на особенных детей, но и вообще на все общество. Есть же история, что учительница прочитала наши дневники мамы, поменялось у нее отношение в голове вот к своему вот этому ребенку особенному. Да. Она хотела от него отказываться из своего класса, где дромотипичные дети. И прочитав, она разработала новую программу, и поменялась атмосфера и в классе, и у самой учительницы, и у детей. Ради этого-то и надо делать, да. Нельзя исключать, потому что когда ты исключаешь, это потом повторяется. Как только ты это признаешь и принимаешь, и можешь на это смотреть и рассказать другим, да, это про меня, я такая, мой ребенок такой, но он есть, и я вижу его, тогда не нужно этому будет повторяться, вот этому чувству, да, тяжелому. Дорогие друзья, мы буквально 2 минуты у нас до конца эфира. Я еще раз хочу поздравить Дарью с днем рождения. Вот такой шикарный букет сегодня украшает нашу студию. Ваш букет, который вам подарили ваши друзья. Пусть ваша жизнь будет похожа на него, такой же яркой, красивой. И буквально скажите, может быть, несколько слов, и мы будем завершать. Мне еще в начале передачи сказали, а спой что-нибудь на тему «Обнимаю сердце». Да, это я сказала. Да, сразу. Что бы я хотела? У меня сразу такая мелодия пришла. Обнимаю сердцем, обнимаю сердцем, обнимаю сердцем. Что-то такое красиво. У нас сегодня еще день рождения у нашего режиссера Николая Слепцова-Айдына. Мы его все поздравляем. Спасибо за хороший звук и за хорошее качество картинки. И тоже обнимаем сердцем нашего Айдына. Да. И я хочу пожелать, если осталось чуть-чуть времени, чтобы у каждого из нас, ребят, у всех, кто смотрит телевизор, кто слушает сейчас нашу передачу, исполнялись мечты. Пусть найдутся те люди, которые будут их исполнять. И да, мы все особенные. У нас свои есть закидоны, у нас есть свои особенности характера, и от этого никуда не деться. Это здорово, это жизнь, это классно. Будьте завтра волшебниками, приходите и поддержите ребят. Дорогие друзья, напомню, что завтра, 29 ноября, в культурном центре «Сергеляхские огни» на сцене выступят для вас артисты, настоящие герои, которые превозмогают себя, и помогут им в этом певцы, популярные певцы нашей якутской эстрады. И приходите и разделите этот праздник вместе с теми, кто его устроит для вас. В 19 часов культурный центр «Сергеляхские огни». Приходите на инклюзивный концерт «Обнимаю сердцем». Раскрывайте свои сердца.
Я как-то вот... Обнимаю сердце. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем. В нашей студии новые гости, и говорить мы сейчас будем про необходимость инженерного образования в Якутии. Рада представить ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, доктор философии Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Ученик 11 класса физико-технического лицея имени Ларионова, лауреат государственной стипендии «Знанием победишь» 2024 года Артем Мартин. Артем, добрый день. Здравствуйте. Поздравляю, во-первых, вас с победой. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Будем мы говорить о мероприятии, которое прошло совсем недавно в городе Нерюнгри. Состоялся круглый стол, в котором вы принимали участие на тему «Инженерное образование в Якутии». Да, в Якутии. Расскажите, пожалуйста, о том, какие у вас впечатления от вашего выступления, от самого мероприятия. Возможно, кого-то из спикеров вы также выделили для себя. И что хорошего после таких мероприятий будет для нашей республики, для нашего города? Да, это наше основное направление работы, как Малая академия наук, которая работает не с одаренными детьми, на самом-то деле с теми детьми, которые проявляют интерес, активность в области и науки у нас, и спорта, искусства, и креативного искусства. Мы являемся региональным центром по работе с одаренными детьми по модели Sirius. Это уже такая большая программа федеральная, которая поддерживается фондом «Талант и успех», который возглавляет президент нашей страны. Очень такое важное направление развития. Но наша организация работает с 1999 года. Была основана нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым в качестве так называемого инновационного очень образовательного учреждения «Форум физико-математический Ленский край». Ну, форум — это очень оригинальное такое название, да, так сказать. Мы изначально как раз нацелены на то, чтобы развивать инженерное образование в нашей республике. И это очень важно, потому что, как вы знаете, сейчас вектор развития дальневосточный, наша страна нацелилась в сторону уже Востока, потому что все развитие сейчас идет в Азии, в азиатском континенте, и это развитие очень сильно технологическое, и наша страна является одним из таких лидеров технологического развития, должно все время быть как раз на передовой линии, да, так сказать, на фронтирах всего этого развития. И для этого очень важно, чтобы школьники интересовались таким направлением, очень практическим, которое называется инженерное образование. А что такое инженерное образование? Это надо руками своими создавать проекты, что-то делать, только тогда вы что-то будете знать. Как было уже давно сказано, невозможно учебниками обучать какие-то инженерные проекты и прочее. Это нужно просто руками сделать. И то, что произошло у нас мероприятие в целой сети мероприятий, которые мы проводим и проводили, летом у нас еще проходили форумы, а это уже на юге нашей республики, который вот является центром Нерюнгри. Нерюнгри в следующем году уже будет 50 лет. Город новый, это такое, знаете, сердце технологическое должно было быть, и оно и является на самом-то деле инженерной столицей нашей республики. Там 4 огромные, да, большие сейчас компании индустриальные работают в районе, и мы считаем, что ребята, которые там ходят в школы, учатся, они обязаны даже, да, так сказать, не только знать то, что происходит, да, так сказать, но и обязаны быть вовлечены, да, в это очень увлекательное, интересное направление, которое называется инженерным образованием. И для этого все возможности есть. Индустриальные компании помогают этому, да, так сказать. И мы как раз провели этот форум в начале этого месяца. Было очень интересно, потому что принимали участие многие интересные у нас так называемые лидеры этого направления из российских различных регионов, Татарстана, там, и из Москвы и прочее, где уже имеются все вот такие продвинутые проекты по инженерному образованию. И мы очень благодарны, например, нашему знаменитому университету, да, Московскому физико-математическому университету, значит, который
что делает, да, так сказать, он помогает нам, да, так сказать, развивать вот эти направления с нашими вместе школами. У нас каждый вот сейчас имеется такие наработки интересные, да, в многих школах, особенно в городе Якутске, да, вот как раз представитель из физико-технологического, технического лицея сидит, да, так сказать, это очень интересная школа, где вот как раз инженерное направление активно развивается. И мы думаем, что у нас это все будет действительно расти, развиваться, будут открываться профильные классы, фирменные классы разных компаний, Росатома, Роснефти и других компаний, которые имеют очень большую потребность в инженерных кадрах. В Дальнем Востоке в этом году, значит, исследование показывает, это агентство по развитию Дальнего Востока, что потребность в этом году была 143 тысячи, потребность инженерных кадров. Как раз вы сказали, что необходимо, чтобы школьники вот с такими способностями, да, чтобы они уже сразу распознавали и шли вот в этом направлении. Артём, у нас как раз есть такой школьник, и у вас уже есть победы, у вас уже есть какие-то успехи, да, в этой области. Расскажите, пожалуйста, вот за что вы получили вот эту вот премию лауреат госстипендии «Знанием победишь» 2024 года. Ну, получается, в общей сути своей я занимаюсь наукой, и вот как Василий Климович сказал, инженерией, то есть на основании инженерных проектов разрабатываю статьи, пишу. И, конечно, «Знанием победишь» — это апогей моих достижений. Но для того, чтобы прийти к этому, у меня есть большой список достижений меньшего характера, так скажем. Я представляю нашу республику на всероссийском, на международном уровне уже который год, вот начиная с 8 класса, когда карантин только закончился. Первый раз я поехал на международную конференцию, вот, представляя Малую академию наук в Эмираты по результатам смены «Космомания», которая проходила первый раз тогда. И вот с тех пор активно участвую вообще, в принципе, в научной деятельности среди школьников в нашей республике. И часто встречаюсь с разными учеными, вот так вот. Артём, какой вы молодец. Да. Но он реально что делает, да, так сказать, он руками создает то, что вот, например, является настоящим инженерным проектом. А вот расскажите, что руками вот конкретно, как это возможно? Основной мой профиль — это аэрокосмические технологии, получается, и чаще всего мы разрабатываем спутники. Например, я причастен к созданию первого якутского спутника, который в скором времени полетит на орбиту уже. Спутник Чолбон, который делает наша компания, Якутские космические системы, и также, под патронажем Малой академии. И вообще занимаюсь разработками спутников, которые летают в стратосферу, получается. Это воздушная инженерная школа, соревнования, которые проводит МГУ для школьников и студентов по разработке собственных спутников, получается, небольших. То есть это полезная нагрузка, которая на ракете запускается на высоту около 2 километров и после падает на парашюте, и в это время нужно собрать данные. И это на самом деле один из самых котирующихся конкурсов вообще в России, потому что на финале чемпионата присутствуют представители почти всех лучших вузов России для того, чтобы отобрать себе абитуриентов или переманить на свою сторону уже учащихся студентов. Потому что разработать аппарат, который долетит, испытать настоящие перегрузки, это на самом деле это крайне сложно. Вы для меня как инопланетянин. Просто почему вы решили вот этим заняться, когда вы почувствовали, что вам это интересно, и как вы это в себе распознали, потому что вы с таким увлечением говорите, но вы точно себя нашли уже? Да, я знал, что я буду инженером как будто бы всегда, то есть создавать что-то руками, обдумывать, исследовать. Я паяльник, наверное, первый раз лет в 6 взял в руки. На самом деле, и правда, очень-очень интересно, и я профориентировался достаточно давно. А аэрокосмическая отрасль, она просто заключает в себе, это венец технологий, которые есть сейчас. То есть мы не можем использовать на орбите то, что используется на Земле. Нам нужно разрабатывать такие системы, которые будут настолько... мы будем уверены в них настолько, что мы можем потратить огромное количество денег, чтобы отправить на орбиту это. То есть у нас бы Аполлон никогда не полетел, или МКС никогда бы не летал на орбите, если бы мы использовали технологии, которые работают на Земле. Вот, именно поэтому, наверное, потому что это прям очень высокий уровень.
к которому и нужно стремиться, наверное. Очень сложный. Как приятно, когда дети такие умные. Ну, чем раньше вот начинается, да, так сказать, какая-то деятельность, она всегда достигает хороших результатов. Поэтому мы всегда просим ребят, да, так сказать, даже не просим, а на самом-то деле это уже обращение к родителям, да, позвольте им заниматься интересными вещами, да, проектами в раннем возрасте. А это на самом-то деле никогда не рано, да, на самом-то деле. Это всегда, как говорится, будет поздно. И поэтому надо, чтобы наши ребята, юное поколение, да, исследователи юных, они занимались этим с раннего возраста. И всегда полезно. Даже в детском саду сейчас дети этим интересуются, занимаются, потом из них вырастает великий исследователь. Так вот, мне кажется, проблема в том, что когда ты долго себя ищешь, что ты забыл, что тебе было интересно в детском саду. Вот в 6 лет, как вот так, да, вот и запомнили, и родители ваши обратили внимание. О чем вы дальше мечтаете, что вы дальше хотите делать вот со своим таким багажом уже большим знаний? Ну, конечно, у меня есть фундаментальная мечта — это работать ученым, получается, и разрабатывать полезную нагрузку для аппаратов, возможно, ракеты. Ну, мне больше всего нравится аэродинамика именно из всей отрасли, которая существует. Я планирую дальше этим заниматься и приложить руку к созданию настоящих космических аппаратов именно уже в более комплексном виде, а не просто полезной нагрузки. Но это все равно достаточно уже высокий результат, особенно для школьника. Да, и я вот скажу, да, так сказать, на самом-то деле вот эти все аэрокосмические темы, да, малые космические аппараты, любые спутники, это настолько невероятно нужная тема для нашей республики, потому что огромные территории, и все это дает нам возможность использовать его максимально, и это очень важно. Спасибо. У нас на прямой связи есть ваш коллега. Пожалуйста, наушники наденьте. И я сейчас рада его представить. Это Сергей Деминов, да? Через Е. Деминов, руководитель информационно-технологического лицея города Нерюнгри, руководитель структурного подразделения «Школьный технопарк Кванториум, город Нерюнгри. А сейчас Сергей Иванович находится в Москве, и он любезно согласился присоединиться к нашему эфиру. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о том, что необходимо инженерное образование нашей республике, нашему городу. Расскажите, пожалуйста, свои мысли на этот счет и поделитесь вашими впечатлениями о круглом столе, который прошел в вашем городе. И еще мы затронули тему о том, как распознать, желательно рано, одаренность детей вот именно в этой сфере. С чего хотите, начните. Да, ясно. Спасибо большое. Ну, для меня очень отрадно, что такая, на мой взгляд, очень важная тема поднимается, как развитие инженерного образования в Республике Саха-Якутия, так как мы все-таки драйвер Дальнего Востока, так как мы промышленный регион Российской Федерации. Вот, для нас развитие инженерного образования поистине один из приоритетных вопросов. Вот, и здорово, что правительство республики, что глава региона, то есть как бы обращает на это очень большое внимание. Вот, и на самом деле это замечательно. Вот, если говорить о том, как прошел круглый стол, то благодаря титаническим усилиям Малой академии наук в лице ректора Василия Климовича Павлова, в лице Владимира Анатольевича Егорова, генерального директора Целевого фонда будущих поколений, данное мероприятие стало возможным в городе Нерюнгри, в Нерюнгринском районе, который является территорией опережающего развития и занимается именно, является промышленным районом республики. Вот, данный форум состоялся. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. То есть мы привлекли очень много слушателей среди школьников, среди студентов, среди выпускников, то есть как бы среди недропользователей, привлекли внимание властей. Вот, я надеюсь, что на следующий год в юбилей города Нерюнгри состоится уже еще большее мероприятие, и мы, соответственно, сможем более детально эти вопросы обсудить. Вот, поэтому я считаю, что мероприятие очень важное, и оно прошло на позитивной ноте. Вот, нам удалось привлечь, самое важное, на мой взгляд, это внимание недропользователей и властей к данному вопросу, потому что без их поддержки, без их взаимодействия с образовательными учреждениями настоящих инженеров нам, наверное, не вырастить. Вот. Ну а если касаться развития одаренности, технической одаренности, инженерных навыков, то в данном вопросе у меня есть небольшой опыт.
10 лет я этой темой занимаюсь. Сейчас учусь в магистратуре и, соответственно, пишу как раз о развитии технической одаренности. Вот. И хотелось бы сказать, что очень важно применять современные методики для выявления этой одаренности у детей. Здесь не совсем важны академические успехи детей, то есть технически одаренный человек, он не обязательно отличник на самом деле. Вот. И самое важное его креативность, его пространственное мышление, развитие этих навыков. Вот. И благодаря этим навыкам, то есть как бы ребенок может преуспеть. Ну и здесь, наверное, вопрос не есть, у нас такие личности очень известные в инженерной области, да, которые заканчивали ведущие вузы в Российской Федерации, наши выпускники, то есть как бы и сейчас продолжают инженерную стезю осваивать и работать инженерами на территории Российской Федерации. Вот. Но здесь важно, на мой взгляд, наверное, обеспечить всеобъемлющий охват. У нас сейчас такое время, когда инженеры очень нужны, и, соответственно, чем их будет больше, тем лучше. Поэтому важно, на мой взгляд, заниматься вообще этим вопросом, освещением этого вопроса, продвижением этого вопроса и, конечно же, выявлением и развитием инженерной одаренности у детей всей республики. Я надеюсь, я ответил на вопросы. Сергей Иванович, спасибо вам большое. Хороших дней в Москве и мягкой посадки в своем родном городе Нерюнгри. И, конечно же, пусть развивается инженерное образование и в Нерюнгри, и в Якутии, и в Якутске. Спасибо вам большое. Напомню, что на прямой связи с нашей студией был Сергей Деминов, руководитель информационно-технологического лицея в городе Нерюнгри, руководитель структурного подразделения «Школьный технопарк Кванториум». Мы продолжаем. Вот такие надежды высказал ваш коллега о том, что к юбилею Нерюнгри планируется еще какое-то большое событие еще. Да, действительно, надо повторять это все, да, чтобы были форумы такого именно направления, чтобы это было ежегодно, чтобы это не потерялось, да, так сказать, чтобы все эти идеи, которые у людей есть, да, так сказать, мы могли бы обмениваться, узнавать новые опыты, и тогда будет очень интерес все время возрастать, и это будет развиваться абсолютно новыми, да, так сказать, в качестве и еще с большими, как говорится, потенциалом. Малую академию наук Республики Саха-Якутия благодарят как вот организаторов такого мероприятия важного и нужного. Еще один из спонсоров экспедиции, да, вот, образовательной экспедиции в Нерюнгри, это целевой фонд будущих поколений. И для наших зрителей сегодня они могли увидеть клип, который также принадлежит спонсорству целевого фонда будущих поколений. И я еще хочу поблагодарить сотрудника пресс-центра Малой академии наук Республики Саха-Якутия Николая Барамыгина за помощь в организации сегодняшнего эфира и за то, что мы говорим о такой теме, которая нужна и важна. Может быть, два слова, у нас остается буквально там 30 секунд до конца. Ребят, очень прошу дерзать в направлении, особенно в инженерном, как мы говорим, да, так сказать, ну и ваше слово. Всех ждем в научной деятельности и будем очень рады вам. Артём, вам удачи, вы необыкновенный. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы пришли сегодня в нашу студию. Правда, рада вас видеть. Василий Климович, вы всегда улыбаетесь. Я всегда вам бесконечно радуюсь. Вы такой позитивный человек. Слушателям и зрителям спасибо за ваше внимание. Учение свет. Всем хорошего вечера. Спасибо.